Хочешь? Я достану ее для тебя. Вот сейчас. Еще немножко. И достану. Мейлис, сумасшедший, слезай. Сейчас же слезай. Нет, Аджаб. Я хочу достать для тебя луну. И все звезды хочу для тебя достать. Не надо, Мейлис. Не нужна мне луна. И звезды мне не нужны. Мне нужен только ты. Правда? Правда, Мейлис. Я люблю тебя. Мы никогда не расстанемся, Аджаб. Никогда, Мейлис. Эй, слушайте горы! Слушайте звезды! Аджаб и Мейлис не расстанутся никогда! Слышите? Никогда, никогда! Никогда, никогда! Вижу, у вас все в порядке. Порядок. Салам алейкум. Алейкум. Проходите, прошу вас. Спасибо. Идем, доченька. Вот. Ага, Коль. Скоро и меня так наряжать будут. Ну уж я-то платить не стану. Все готово. Снимайте платок. Красиво очень, да? Так. Ой, хорошо. Все так говорят. Ну вот. А что, пусть женихи плачут, а? Вот балаболка, а? Идет. Прости, Мейлис. Прости, любимый. Я поклялась маме перед ее кончиной. Я не могу нарушить эту клятву. Мы должны расстаться. Должны. Мама, умирая, благословила меня на жизнь с человеком, которого она для меня выбрала. Прости, Мейлис. Прощай, любимый. Нет, просто завтра вас. Я работаю. Принимайте подарки. Плачь. Девушка из дома, когда уходит, плакать должна. Милая, Аджаб, это невозможно. Я не могу без тебя жить. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Но ты знаешь, материнская воля святая, я должна выполнить ее. Прощай, Мейлис, забудь меня. Не плачь. Не плачь. Вспомни о своей матери. Я обещала сестре, что выполню ее последнюю волю. Подчинись законам предков. Горе тому, кто переступит их. Ну, тетя, я люблю Мейлиса. Я буду несчастна. Счастье, девочка, как звезда. У кого она восходит раньше, у кого позже. Это судьба. Покорись своей судьбе. Вот еще, возьмите. Да. Ну ладно, поехали, поехали.
Шерин, погляди-ка. Чуть выше. Так? Ага, так хорошо. Дженнет, подай-ка мне гвоздь. Мир этому дому. И вам мир и радость. Как здоровье? Как ваши дела? Хорошо, спасибо. Пусть и у тебя все будет хорошо в доме твоего отца. Мудро поступил Мэйли, что не пошел в новый дом, а решил здесь жить. После ремонта и этот как новый. Познакомьтесь, Янеш Аджи. Моя жена Шерин. Здравствуйте. А это тетушка Янеш. Давняя знакомая Мэйлиса. Вы, наверное, в городе вместе учились. Нет, я на механика, а Шерин учительница. Да, я встретила Мэйлис лет на 20 позже вас. Но мы, кажется, тоже успели подружиться. Это очень хорошо. Я вижу, ваша дружба дала добрые всходы. Дженнет, Акмурат, идите сюда. Познакомьтесь с бабушкой Янеш. Очень приятно, Джанет Перлеева. И мне очень приятно. Мужчина. Гордый. А мы сейчас проверим его гордость. Ну-ка, скажи, что ты рисуешь? Я рисую космические корабли. Ага. Значит, космонавтом будешь? Нет, художником. Молодец. На. Мне не хочется. Действительно гордый. Да у него от сладкого сильно зубы болят. Вот и вся гордость. Хорошо у тебя, Мэйлис. Жена хорошая, дети. Вот только сам нехорошо поступаешь. Я? Забыл наши обычаи. Ведь надо сначала не дом украшать, а про очаг подумать. Про очаг? Но это же не к спеху. В доме электричество, газ.
У нас с доченькой невестки меньше говорят, а больше слушают. Самое главное в доме очаг. Очаг семью укрепляй. Неужто забыл? Нет, чтобы детей учить, так сами забывают. Да, я промахнулся. Очаг поставить надо. Пойду принесу глины. Глина уже здесь. Здесь? Ого! Ой, как же вы такую тяжесть сами несли? Какая тяжесть, доченька. В жизни ничего легкого не бывает. Сыпь сюда, сынок. И пойди приготовь дров. Хорошо. Лей, доченька. Мама, можно я двор подмету? Хорошо, доченька, подмети. Давай. Хватит? Еще. Хватит? Еще давай. Ты, доченька, быстро научилась. Как же не научиться, если учительница такая хорошая? Скажи, Ширин, ты чему будешь учить наших детей? Русскому языку и литературе. Это очень хорошо. Ведь литература... Я не разбираюсь в науках, но мне кажется, самое главное – это литература. Ведь книги учат людей, как надо жить. Да. В общем, вы правы. Ну вот и все. Принеси-ка, доченька, тазик с водой. Хорошо. Дженнет, принеси из дома соли. Ай, молодец, Акмураджан, молодец. А это зачем? Чтобы очаг служил долгие годы. Чтобы ваш дом был полной чашей и для хозяев, и для гостей. Чтобы вы крепко любили друг друга. Так было у незабвенных родителей Мейлиса, Киик и Перли. Так пусть будет и у вас. Это я, Ашир. А, вижу, что ты. У кого еще есть такой конь? Я его издали по топоту узнаю. Хорош, ах, хорош. Да, без него я как бескрылая птица. Спасибо председателю. Как бы я развозила чал механизатором? Поля-то вон какие обширные. А, да. Не обойти мне все в мои годы. Конь – это мои ноги. Что ты мне объясняешь про годы? А вот что приехала, спасибо. Не забываешь старика. Не спится. Вот и приехала к тебе. Мне и самому не спится. Это молодые по ночам спят. Они ведь как думают? Вся жизнь впереди. Не жалко время на сон тратить. Садись, Энеш, отдохни, а я пойду чай приготовлю. Не надо чаю. Давай просто посидим, поговорим. А тогда я сейчас чал принесу. Холодный чал.
Вот, Инеш, пей. Хороший чал. Свежий, холодный. Спасибо. А вообще-то у меня к тебе дело есть. Дело, говоришь? Рассказывай. Да понимаешь, Ашир, я принесла тебе тыквенных семечек. Ой, то есть, конечно, не тебе, твоей внучке. Ты же знаешь, у меня в огороде есть тыквы. Люди говорят, семечки помогают. Твоя внучка выходит замуж. Перестань, Инеш. Какие семечки? Женщина не тыква, она может родить лишь по воле Аллаха. Да-да, ты прав, Ашир, прав. Конечно, если нет любви. Я знаю, почему у моей Аджаб не было детей. Почему она разошлась с мужем. Никто и ничто не поможет там, где нет любви. Не говори так, Инеш. Ты ничем не могла ей помочь. И ты ни в чем не виновата. Я знаю, Ашир. Я все эти годы так думала. Я ни в чем не виновата. Я только выполнила волю моей покойной сестры. Но теперь... А что теперь? Приехал он, и они увидели друг друга. Кто они? Аджаб и Мейлис. Просто издали, посмотрели, и все. Но я не уснула. Я первый раз за много лет подумала. А может быть, я виновата? Инеш, запомни, ты ни в чем не виновата. И Аджаб ни в чем не виновата. Вы иначе не могли поступить. Вы не могли нарушить обычаи предков. Если все, что ты сказал, верно, огромный камень скатился с моего сердца. Спасибо тебе, Ашир. И все-таки я не могу забыть их взгляд. Не могу. Я пойду, Ашир. Хорошо, Инеш. Приходи. Аджаб, что случилось? Если бы я знала. Надо же, в такую горячую пору. Ничего, будет порядок. Мой Назар говорит, у нового главного механика золотые руки. Твой Назар всегда все знает. Конечно, знает. Шофер председателя должен все знать. Интересно, а шофер председателя знает, когда ваша свадьба? А как же? Вот сначала берем хлопок,
Потом он сдаст на заочный. Потом. В любви ничего не должно быть потом. А куда нам спешить? У нас все впереди. Все впереди. Аджиап, обедать пора. Садись, подожди. Ой, умру. Сейчас умру от голода. Устала, дочка. Попей чал. Машина сломалась. Здравствуй, Аджаб. Здравствуй, Мейлис. С приездом. Спасибо. Пей чал. Холодный. Энеш Аджа готовила. Самый вкусный чал в ауле. Помню. Конечно, помню. Спасибо. Ну, был бы Мейлис моим мужем, я бы ему показала. Бесстыдник. И Аджаб тоже хороша. Перестань, Амангуль. Ну что ты болтаешь по-пустому? Ты что, видела что-нибудь? Сама не видала, не стану врать, а вот люди про это говорят. Ну, мало ли чего люди могут договорить. Я не верю. Нет, дыма без огня не бывает. Видно, они свою любовь не забыли. Я всегда говорила... Тише ты. Ширин идет. Добрый день, сосед. Ой, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, а мы уже уходим. Может быть, вам порошочку дать? Нет, спасибо, у меня есть. До свидания. До свидания. До свидания. Доброе утро, Мейлис. Здравствуй, Аджаб. Гуляешь? Знаешь, Аджаб, я здесь сразу стал просыпаться с солнцем, как в детстве. Мои еще спят. В городе не привыкли так рано вставать. Я один хожу по аулу, хожу. Узнаешь родные места? Узнаю и не узнаю, ведь столько лет прошло. Да, многое изменилось.
Только не ты. Ну, что-то я уже старушка. Нет, Аджаб. Ты все такая же юная и прекрасная. Честное слово. А ты такой же смешной. Ошибаешься. Я очень серьезный мужчина. И учти, ответственный руководитель. Нет, такой же мальчишка. Что ты? Извини. Как же я так? Извини. Да ничего, ерунда. Заживет. Все раны заживают со временем. По итогам социалистического соревнования за этот месяц вымпел за первое место присуждается женской бригаде номер 9 Раджеповой. То есть вам, дорогие товарищи женщины. Молодцы. Только помните, мужские бригады, у которых вы отняли вымпел, поклялись, что в следующем месяце они его заберут у вас. Разве можно верить клятвам мужчин? У наших мужчин слишком много перепонов. Мы скоро не только вымпел, но и знамя у них отберем. Поздравляю вас, дорогие товарищи, и желаю новых успехов. И еще правление колхоза отмечает отличившихся механизаторов подарками. Набат Рахманова. Поздравляю. Спасибо. Желаю успеха. Аджаб Клычева. Поздравляю. Носи на здоровье. Биби Худайназарова, на учебу едешь? Гляди, в городе не смей оставаться. Нам самим нужны такие передовики. Назарчик, А Гульджан это я Ниязова. сошлю зимой после нашей свадьбы. Поздравляю. Как ты думаешь, мне будет хорошо? Майя Гильдыева. Ну, всем хорошо. Больших успехов тебе. Вот тебе наш подарок. А еще награждается наша уважаемая НШДЖ. Разве вы так бы работали, если бы она вас так не кормила? Поздравляю, НШДЖ. Спасибо. Тебе спасибо. Ну-ка, покажите себе наши джи. Что вам председатель покажет? Что вы налетелись, да? Вы у нас самая молодая, самая красивая. Ну все, товарищи, наш рабочий митинг закончен. Вы сами понимаете, сейчас не до речей. Вот хлопок уберем, тогда будет настоящий праздник. А сейчас за работу. До свидания, товарищи, до свидания. Идемте, выпейте чалу, председатель. Я скоро лопну от этого чала. Ну что поделаешь? Выпьешь, лопнешь, а не выпьешь, засохнешь. Жалуются на тебя девушки, говорят, слишком быстро комбайны чинишь. Отдохнуть им не даешь. Душно очень. Как у тебя с техникой, механик, а? Да все пока в порядке. А, ну ты смотри, не подведи. Сам знаешь, пора у нас горячая. Вот, пожалуйста, пейте. О, спасибо. Что бы мы без вас делали, НШДЖ? Ну ладно, я поеду. Мне еще надо в 5-ю бригаду подскочить. До свидания. До свидания, спасибо. Ах, черт. Не хватало еще нам дождя.
Ты вся промокла. Еще простудишься. Ты домой? На этом мы заканчиваем изучение творчества Александра Сергеевича Пушкина. Но это не совсем точно. Мы заканчиваем раздел школьного курса. А книги Пушкина, его слова и мысли, я убеждена, останутся вашими верными спутниками на всю жизнь. У меня есть вопрос. Ну, начинается. Тихо, тихо. Что ты хотела спросить? Я хотела... Только можно, Ширин Сапаровна, я не по программе. Ну, конечно, можно, Махым. Вот мы прошли Пушкина, сочинение написали. Лишний человек Онегин, Татьяна лучшая представительница. В общем, все темы. Только одну тему, очень важную, мы никогда не проходили. Какую же? Тему любви. Хорошенькая тема. Перестаньте, дураки, дайте ей сказать. Да какая там любовь? Это только у Пушкина. Я другому отдана и буду век ему верна. А теперь у девчонок сегодня один, а завтра другой. Тихо, тихо. Конечно, Дурды не прав. И хотя это не педагогичный прием, но Махым кое-что втолковал в его неразумную голову. Давайте все-таки поговорим о любви. Как сказала Махым, не по программе. Я только хочу, чтобы разговор у нас с вами получился серьезный и непростой. Потому что если любовь настоящая, это всегда непросто. Порой мучительно трудно, иногда больно. А зачем тогда мучиться? Задави в себе эту любовь, и все дела. Нуры, Нуры. То, что ты предлагаешь, еще страшнее. Задушить любовь. Нет ничего тоскливее и безнадежнее, чем жить без любви. А, это ты, Нэш, добро пожаловать. Все скачешь, молодая, не спится тебе. Шутишь все. Ну, какая я молодая. Скажи, Ашир, может, ты отдохнуть собрался, а я тебе помешала? Вот ведь выдумала тоже отдохнуть. Ты присядь. Я сейчас вернусь, только воду открою на 6-й. Беспокойно этот бригадир, Авес Мурат. Попробуй ему воду вовремя не открыть. Шум поднимет на весь колхоз. Ну что, Инеш, чай пиалку со мной выпьешь? Что так? Скажи, ты когда-нибудь согрешил? А что, что-нибудь случилось? Нет, нет. Что ты? Я просто тебя спрашиваю. Просто спрашиваешь, а думаешь об Аджаб и о Мейлисе. Не будет прощения тому, кто осквернил себя грехом. Но разве любовь грех? Почему они должны быть всю жизнь несчастные? Таков закон предков. Так угодно Аллаху. Мне иногда кажется, что этот закон не очень справедлив. Зачем ты пришла ко мне? А куда же мне идти, Ашир? С кем разделить груз, лежащий на моих плечах, как не с тобой, братом моего покойного мужа? Ты не должна сомневаться, Энеш. Будь твердой. Помни, нет и не может быть справедливее законов, чем законы тысячелетий. Не знаю, Ашир, я пробую, я стараюсь, но не знаю.
Добрый вечер, доченька. Здравствуйте. Проходите, Инешиджи. Сейчас будем чай пить. Нет, нет, я на минутку. Спасибо. Ты одна? С ребятами. А Мэлис в поле. Он в последнее время поздно возвращается, самая горячая пора. Проходите. Да-да, я знаю. Механизаторы часто даже ночуют в поле. А ты не волнуйся. Да я не волнуюсь. Просто жалко его. Устает очень. Хороший он парень. Знаешь, его родители были моими друзьями. А вот это тебе от меня. Ой, а что это? Подарок. Мой подарок тебе на свадьбу с Мейлисом. Вы немного опоздали. На целых 10 лет. Опоздала. Ну, лучше поздно, чем никогда. Я же не была на вашей свадьбе. Ну, Инешиджи. Нет, нет, ничего не говори. Посмотри, какой красивый наряд. Настоящий туркменское катыни. Красота какая. Тебе нравится? Бери. Бери, дочка. Это твое. От чистого сердца. Вот смотрю я на вас и мать вспоминаю. Тоскуешь по дому? Отца я не помню. А мать умерла давно, когда я маленькая была. Выросла я в детском доме. И кроме Мелиссы у меня никого нет. Не печалься. Все уладится. К аулу нашему ты привыкнешь. Человек ведь привыкает ко всему. И ты привыкнешь. К сожалению, ко всему привыкнуть нельзя. Конечно, и такое бывает, доченька. Но тебя все любят. Если бы было так. Так, доченька, так. Мейлиса вон все хвалят. Учительницу привез. В нашей школе то одна появится, то другая. Все уезжают, не приживаются. Твое появление, доченька, счастье для нас. Счастье принесла. Боюсь, его для некоторых другие приносят. Не понимаю я тебя. Я и сама пока понять не могу. Теперь накидной, 17/19. Этот? Этот. Молодец. Молодец. Скоро сама ремонтировать сможешь. Если мы, женщины, научились водить комбайны, нас уже ничего не остановит. Точно. Отобьешь у меня хлеб, и пойду я по аулу с протянутой рукой. Все, порядок. Как часы. Ну что, быстро я? Быстро, а лучше бы долго-долго. Чтоб подольше побыть с тобой. Эх ты, мастер.
Ты не спишь? Что случилось? Ничего. Если не считать того, что ты не ночевал дома. Ну, ты же знаешь, милая, на уборке такое время. Ты мне никогда не лгал. И я тебе не лгала. И не хочу, чтобы нам пришлось лгать друг другу. Я не хочу оскорблять тебя подозрениями, но я же вижу с тобой, что это происходит. Первый день, как мы сюда приехали, ты изменился. Стал совсем другой. Ну что ж ты молчишь? Неужели ты ждешь, пока мне все расскажут другие? А я не хочу, чтобы твое имя трепали в сплетнях. Я же люблю тебя. И я тебя, Шарин. Майлз. Прости. Я не то говорю. Слушай, Ширин, я хочу сказать, что... Не надо, я все понимаю. Нет, ты не знаешь. Я действительно тебя... Подожди, послушай. Мне правда с тобой очень хорошо. Ты же родной мне человек. Но сейчас ты права. Со мной что-то происходит. Я даже не знаю, как это называть. Это называется, мой дорогой, просто. Очень просто. Любовь. И ты должен принять решение. Милая. Помолчи. Пожалуйста, ничего не говори сейчас. Но ты должен принять достойное решение. И мы с детьми достойно отнесемся к нему. Просто я хочу, чтобы все было честно и чисто. Ширин. Пожалуйста. Ничего не говори сейчас. Сейчас я приготовлю тебе завтрак. Доброе утро, Инешаджи. И вам доброе. Инешаджи, сегодня Ширина со всей школы в поле. Можно оставить у вас, ребят? Зачем, спрашиваешь? Даже нет. Акмурат, ведите себя хорошо. Слушайте бабушку Инеш. Пусть попробует не послушаться. Бабушка Инеш знает, как поступать с непослушными детьми. А как? Как? Узнаешь. Я Отлично. первый буду Не звонить. беспокойся за Нет, тебя. я. Алло. Дай я поговорю, я лучше умею. Нет, не дам. Нет, дай. Отстань. Эй, сорванцы. А ну-ка, идите сюда. Я вам сейчас сказку расскажу. Давным-давно, очень давно, люди жили очень бедно. Даже соли у них не было. А в магазинах? Верблюжонок ты мой неразумный. Тогда и самих магазинов-то не было. Это только в сказках магазинов не бывает. Так я же сказку рассказываю. Я больше не буду. Ну и хорошо. Так вот, где-то надо было найти соль. И поехал на своем верблюжонке маленький мальчик. Как я? Как ты. И поехал он за высокие горы, за далекие пески искать соль. И вовсе он не туда поехал. Надо было ему в город за солью ехать. Ах, как теперь детям сказки рассказывать? Они уже космос по телевизору видят. Мою, нет, отдай мне. А ссориться не надо, надо играть в отдай игру. мне, мою. А я пойду опять Мою, готовить. мне, отдай. Мою отдай. Не тронь. У тебя много. Ого, что это за компания? Вы теперь здесь хозяева? Нет, здесь хозяйка бабушка Инеш. А мы не компания, мы дети. А, вы дети? А я тетя, тетя Аджаб. Очень приятно. И мне очень приятно. Только я уже назвала свое имя. А как вас зовут?
Меня зовут Джанет, а это Акмурат. Я сам. Меня зовут Акмурат. Вот теперь действительно очень приятно. О, дай-ка завяжу. Такая красивая девочка, а бант разболтался. Только почему же, Джанет и Акмурат, я вас не знаю? Давайте уж представимся полностью. Я Аджаб, дочь Кылыча. А я Джанет, дочь Мелиса. А я сын Мелиса. Ну вот и все. Теперь совсем красавица. До свидания. Будем знакомы, дети Мелиса. Здравствуй. А я смотрю, тебя нет. Комбайн стоит. Неужели опять поломался? Нет, все в порядке. Что случилось? Ты плакала? Аджаб, что с тобой? Я видела твоих детей. Ты и раньше знала, что у меня есть дети? Знала. Но сегодня увидела и я не могу этого объяснить. Вот и все. Сегодня заканчиваем уборку. Да. Аджаб, милая, нам надо поговорить. Нет, не надо, не сейчас. Что особенно приятно, товарищи, в вашем колхозе можно назвать каждого колхозника передовиком. Все потрудились на славу, без исключения. Дорогие товарищи,
Минуточку, товарищи! Товарищи! Молодежь, вы что, нас совсем старики записали? А ну-ка сыграйте куждыпты. Сейчас мы вам покажем. Байрам, Нуры, Анагуль, Мейлис, идите сюда. Помните, как мы танцевали куждыпты? Иди сюда, Мейлис. Иди, иди. Пойдемте домой. Пойдемте. Что ж ты, доченька, разве ж так можно? Ведь все смотрели на вас. Какой стыд! Ты опозорила память матери, моей бедной сестре Беке. А этот Мейлис тоже хорош. Он же может оставить детей сиротами. Вы об этом подумали? Перестаньте! Никто не знает, что лучше. Честно оставить детей или жить с ними в постоянной лжи. В какой лжи? Он любит жену. Он любит меня. А ее это просто привычка. Какая разница, как это называть? Зачем ты пытаешься обмануть саму себя? Ведь это все равно. Привычка, хорошие отношения, любовь. Нет, есть только любовь. Или нет любви. А без любви нет жизни. Неужели вы до сих пор не поняли, что это вы убили мою любовь? Ваши обычаи, ваши законы. Кому они принесли счастье? Все эти годы я была мертва. А теперь ко мне вернулась жизнь. И я никому ее не отдам, слышите? Никому, никому. Доченька, прости меня, доченька. Прости, если можешь. Я погубила твою жизнь. Я безумная старуха.
обломок прошлого, вздумавший учить будущее. Прости. А, Энеш, здравствуй. Я знал, что ты приедешь. Ну, проходи в дом. Нет, я приехала только, чтобы сказать... Да, я тоже видел, как они танцевали. И мое сердце, как и твое, Энеш, полно гнева. Разным полны наши сердца, Шир. Моем не гнев, а стыд. Стыд за мою вину и боль за бедную девочку. О, Аллах, что делается на нашей земле, уму непостижимо. Мир перевернулся. Нет, Ашир, ты ничего не понимаешь. Мир вращается очень правильно. Это мы, ты, я, истертые временем камни, лежим на большой дороге и калечим неосторожно. Но нельзя остановить жизнь, нельзя погасить любовь. Но разве жизнь дана человеку для того, чтобы он забыл обо всем, чему учили отцы и деды? По-твоему, мы бесполезные камни на дороге, а по-моему, мы опора, на которой держится порядок в мире. Нет, я никогда не отрекусь от того, во что свято верил. Что мы с тобой делаем? Зачем, Аджаб? Я не знаю, любимый. Я больше не могу. Я больше не могу. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Жить без тебя не могу, любимая, но... Нет, нет. Мы уже один раз отказались от своего счастья. Но я больше не могу быть без тебя. Теперь мы вместе, вместе. Мы больше не расстанемся никогда, никогда. О, нет, Аджаб, мы не расстанемся больше. Один раз с тобой мы уже совершили ошибку, но теперь мы не повторим ее. Прости меня, Мейлис, что я пишу тебе это письмо. Я не решилась увидеться с тобой. Я бы не смогла этого вынести. Ты должен знать, я люблю тебя. Я всегда любила и буду любить только тебя.
Я виновата перед тобой, перед нашей любовью. Когда-то я предала любовь и теперь должна нести наказание. Да, я знаю, жизнь без любви невозможна, но я поняла и другое. Невозможно счастье, построенное на несчастье других. И потому прощай, мой любимый. Я уезжаю навсегда.